В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нюргуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право региональным властям фиксировать цены на электроэнергию в так называемых технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. В частности, речь идет об электроэнергетических системах в Якутии, Камчатке и Магаданской области. Данные тарифы устанавливаются на срок не менее 5 лет. Меры вводятся в целях повышения инвестиционной привлекательности территорий и возможного возведения инфраструктуры. 21-я спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары», которая пройдет в 2021 году в селе Бердигистях Горного района Якутии, станет драйвером социально-экономического роста всего района. Об этом заявил в Рио главы республики Айсен Николаев по итогам совещания в рамках своей рабочей командировки в Горный район. Руководство Горного района имеет четкое представление о месте района в центральной якутской агломерации. Отмечаются перспективные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, а также в инновационном производстве. Я пожелал всем жителям района максимально сплотиться для проведения этих игр и показать всем, как надо принимать подобные мероприятия. Игры дадут хороший стимул для социально-экономического развития района, отметил Айсен Николаев. Добавлю, что в рамках программы Горного района по социально-экономическому развитию было введено 15 объектов социальной инфраструктуры, 8 объектов сельского хозяйства, 7 котельных, 16 многоквартирных домов, а также введено 7 километров автомобильных дорог. Был проведен капитальный ремонт порядка 20 километров дорог и 192 погонных метров искусственных сооружений. С этого года начнутся работы по внутрипоселковой газификации, а в следующем году будет закончено асфальтирование дороги от Якутска до Бердигистяха. Посол Индии Панкадж Саран прибыл в Якутск. Цель визита – налаживание связей с регионом. Господин Панкадж Саран проведет в Якутске 3 дня, в течение которых откроет фестиваль индийского кино, проведет встречу с рио главы Якутии Айсеном Николаевым и исполняющим обязанности ректора СВФУ Евгенией Михайловой. Ожидается, что он посетит достопримечательности, предприятия города и Арктический инновационный центр. В рамках его приезда пока не планируется подписание каких-либо соглашений. Дождевальные машины приступили к работе в Хангаласском районе Якутии. Агрофирма «Немигу» на участке Мойдох 31 июля запустила в эксплуатацию широкозахватные дождевальные машины «Рейнке». Объекты будут поливать поля кормовых культур. Агрофирма в 2017 году получила субсидию на сумму 19,4 миллиона рублей на приобретение поливного оборудования. Возмещение составило 90% от проектной стоимости. Станция построена по последнему слову техники, полностью автоматизирована и является одной из первых в Якутии подобного типа. Использованы 3 электрифицированные широкозахватные дождевальные машины «Рейнки» кругового действия с радиусом полива до 435 метров и 3 дизельных насосных станции «Марани», сказал директор агрофирмы «Немигу» Николай Федотов. Участок Мойдох используется в качестве пашни под посев кормовых культур. Земля до настоящего времени не орошалась. При условии проведения плановых агротехнических работ увеличение урожайности составит 2-3 раза. Представители крупнейших российских и международных инвесторов, таких как Goldman Sachs, Bank of America, ВТБ Капитал и April Capital, посетили объекты дочерней структуры Алроса, компанию «Севералмаз». Инвесторы побывали на смотровых площадках карьеров трубки «Архангельская» и трубки имени Карпинского-1, а также на обогатительной фабрике номер 1. В ходе поездки мы увидели, что менеджмент предприятия очень профессиональный. Видно, что есть проблемы технологического характера, с которым компания сталкивается каждый день и что она с ними успешно справляется. Идет вперед ускоренными темпами. Мы считаем, что у Севералмаза есть шансы увеличить как объемы производства, так и повысить операционную эффективность, сказал исполнительный директор «Газпромбанк Asset Management» Илья Купреев. Безусловно, такие поездки позволяют понять, как работает бизнес и какие вызовы перед ними стоят. Это, в свою очередь, хорошо помогает оценить перспективы развития компании, прокомментировала итоги визита старший аналитик управляющей компании «Атон Менеджмент» Анастасия Силантьева. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.